Братья, я уверен, что мы многое уже слышали, но сейчас я принесу вам важное откровение. Я не хочу вас пугать, но хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что я говорю. Как вы знаете, ангелы всегда рядом с вами, наблюдают за вами, направляют вас и защищают. Сегодня особенный день, потому что у самого архангела Михаила есть послание для вас. Михаил, принц ангелов и небесный воин, постоянно борется с силами зла, но чувствует, что в вашей жизни есть что-то, с чем нужно разобраться. Его послание – это подготовка и надежда, а не страх. Бог хочет, чтобы вы знали, что произойдет что-то большое, что внесет большие изменения в вашу жизнь. Но вы не одиноки. Мы, ваши ангелы-хранители, рядом с вами и особенно с Михаилом, чтобы убедиться, что вы готовы к будущему. Прежде всего, важно знать, что каждая ситуация, которая встречается на вашем пути, это возможность. Хотя поначалу это может показаться трудным и утомительным, важно помнить, что ничто не происходит без причины и все находится под контролем Бога. Мигель просит вас укрепить свою веру и доверие к Божьему плану. Иногда трудные дороги приводят нас к самым красивым местам. В ближайшие дни вам придется столкнуться с ситуациями, которые проверят ваше терпение и выдержку. Вы можете столкнуться с неизбежными внутренними конфликтами или внешними проблемами. Однако Мигель хочет, чтобы вы знали, что это лишь временное препятствие, призванное укрепить ваш разум и характер. Благодаря этим испытаниям вы вырастете и станете более сильной версией себя. Мой друг, всегда помни, что вера – твой лучший друг в такие времена. Если вы чувствуете, что ваши силы на исходе, путь темен, а надежда угасает, пора сделать ваши молитвы более серьезными. Мигель будет сражаться рядом с вами, направлять ваши шаги и защищать от всего зла. Одна из вещей, которой Мигель хочет научить вас, это важность молитвы. Молитва – прямой путь в рай. Так вы общаетесь с Богом и нами, ангелами. Благодаря молитве вы обретете мир и ясность, необходимые для того, чтобы выдержать любую бурю. Мигель рекомендует сделать молитву повседневной привычкой и священным моментом, чтобы открыть свое сердце и получить божественное руководство. Помимо молитвы, важно держать свое сердце и разум открытыми для окружающих вас знаков. Михаил и другие ангелы часто посылают сообщения посредством небольших совпадений, интуиции и чувств. Это может быть внезапная мысль, песня, которую вы слышите в нужный момент, или сон, который вы видите. Не считайте эти признаки простым совпадением. Это способ небес говорить с вами и давать вам необходимое руководство. Когда дело доходит до отношений, Мигель хочет быть особенным рядом с собой. Во времена перемен и трудностей отношения могут стать ценным источником поддержки и утешения. Не бойтесь открыться и поделиться своими страхами и надеждами с людьми, которым вы доверяете. Мигель напоминает вам, что вы не одиноки в этом путешествии и что в вашей жизни есть люди, которые хотят быть с вами, подставить плечо и любить вас. Во время подготовки также важно заботиться о себе физически и эмоционально. Забота о себе – это не эгоистичный поступок, а необходимость поддерживать энергию и настроение. Проводите время, занимаясь делами, которые наполняют вас радостью и покоем, например,
прогулкой на природе, чтением хорошей книги или просто наслаждаясь временем для спокойных размышлений. Мигель хочет, чтобы вы знали, хорошее здоровье необходимо для решения любых проблем, которые могут встретиться на вашем пути. Дорогие друзья, помните, что каждый опыт, каждый вызов, каждая победа – это часть прекрасного гобелена вашей жизни. Мигель просит вас довериться процессу, наполнить свое сердце доверием и надеждой и помнить, что вас любят и защищают Бог и все ангелы. Это только начало невероятного приключения, которое поднимет вас на новые высоты и раскроет вашу истинную внутреннюю силу и красоту. Друзья мои, оставайтесь сильными и внимательно слушайте Мигеля. Вместе мы преодолеем все препятствия и отпразднуем каждую победу. Я обещаю вам, что лучшее еще впереди. Помимо сохранения здоровья, Мигель также хочет сосредоточиться на своих жизненных целях. Следующая глава, которая разворачивается перед вашими глазами, не случайно. Это важная часть головоломки в вашей жизни. Найдите время подумать о целях, мечтах и чувствах, которые Бог вложил в ваше сердце. Спросите себя, как вы можете улучшить других и себя в этой новой ситуации, которая сложилась. Архангел Михаил приглашает вас присоединиться к своему истинному призванию, потому что это дает вам силы и мотивацию, необходимые для решения любых задач. Практика благодарности также важна. Благодарность за то, что у вас есть, и за то, что будет впереди, создает положительную вибрацию, которая привлекает в вашу жизнь множество благословений. Даже в трудные времена находите мелочи, за которые можно быть благодарными. Мигель, помните, что благодарность – это магнит, который каждый день притягивает изобилие и счастье. Найдите минутку, чтобы осознать благословения вокруг вас, большие и маленькие. Это не только поднимает настроение, но и дает новый и позитивный взгляд на жизнь. Мигель предлагает нам искать мудрости в священных писаниях. Библия полна обещаний и учений, которые обеспечивают утешение и руководство в неспокойные времена. Найдите текст, который вас интересует, и поразмышляйте над ним. Пусть святые слова наполнят ваш разум и сердце и дадут вам силы двигаться вперед. Майкл хочет, чтобы вы знали, что каждое стихотворение – это любовное письмо от Бога и бесконечный источник надежды и Божьего руководства в этом путешествии. Важно быть скромным и открытым для обучения и роста. Невзгоды могут быть мощным учителем, и Мигель призывает вас рассматривать каждое препятствие как возможность совершенствоваться. Развивайте отношение к непрерывному обучению. Находите мудрость в каждом опыте и не бойтесь просить о помощи, когда она вам нужна. Помните, что даже в трудные времена всегда есть ценные уроки, которые приведут вас к более глубокому пониманию и более глубоким отношениям с Богом. Архангел Михаил также призывает вас развивать вокруг себя сообщество веры. Окружите себя людьми, которые разделяют ваши ценности и духовное видение, поддерживают вас и молятся вместе с вами. Сила сообщества, объединенного верой, может стать отличным источником поддержки во времена неопределенности. Вместе мы можем ободрять друг друга, делиться мудростью и утешать присутствие Бога. Никогда не недооценивайте силу сообщества и взаимной поддержки на вашем духовном пути. Мигель также советует вам сосредоточиться на своих мечтах.
Во время сна мы часто более открыты для получения посланий и откровений от Бога. Ведите дневник сновидений и записывайте образы, символы и чувства, которые вы испытываете ночью. Этот сон может содержать подсказки и указания, которым вам следует следовать. Архангел Михаил часто говорит во сне, привнося в ваш сон мудрость и ясность. Двигаясь вперед, важно оставаться открытым для любви. Любовь – самая могущественная сила во Вселенной, способная изменить любую ситуацию. Пусть Божья любовь окружает вас, наполняет вас миром и направляет вас на каждом этапе пути. Пусть эта любовь распространится на других и станет источником света и надежды для окружающих. Наконец, Мигель напоминает нам, что любовь действительно важна и способна исцелять и преобразовывать. Может быть страшно столкнуться с неизвестным, но всегда помните, что на вашей стороне армия ангелов во главе с могущественным архангелом Михаилом. Он будет сопровождать вас в каждой битве своим световым мечом и защищать своими крыльями. Каким бы темным ни был путь, всегда есть свет, который будет вести вас, Божья сила, которая поддержит вас, и вечная любовь, которая окружит вас. Мой друг, укрепи свою веру и продолжай быть храбрым. Верь, что ты там, где твое место. Мигель и мы все рядом с вами, поддерживаем вас и празднуем каждый шаг вашего пути. Помните, что вы – создание света, любимое и защищенное, предназначенное для великих свершений. Это только начало нового захватывающего этапа в вашей жизни. В этом путешествии также важно научиться прощать себя и других. Прощение – это ключ, который открывает дверь к миру и эмоциональной свободе. Мигель призывает вас отпустить любой гнев, вину или боль, которые вы можете нести. Если вы продолжите удерживать эти негативные эмоции, вы застрянете и не сможете двигаться вперед. Вместо этого позвольте Божьей любви и благодати течь через вас, исцеляя старые раны и открывая путь для новых благословений. Готовясь к будущему, Мигель также рекомендует доверять своей интуиции. Тихий голос в вашем сердце, который ведет вас, часто является шепотом Бога. Слушайте внимательно и не стесняйтесь следовать своей интуиции, даже если логика подсказывает иное. Мигель считает, что это дар Божий, внутренний свет, который ведет вас к истинному предназначению. Также важно окружить себя положительной энергией. Избегайте токсичных сред и людей, истощающих энергию. Вместо этого окружите себя людьми, которые воодушевляют и воодушевляют вас. Окружив себя позитивной энергией, вы сможете оставаться сильными и позитивными даже в самые трудные времена. Мигель хочет, чтобы вы знали, что вы окружены любовью и светом, и что забота о своем психическом здоровье – это правильно. А пока храните надежду в своем сердце. Надежда – это искра, которая зажигает внутри вас огонь веры и страсти. Никогда не теряйте надежды, даже когда дела идут трудно. Мигель напоминает нам, что каждый день приносит новые возможности и возможности для роста и успеха. Надежда позволяет нам заглянуть за рамки проблем, с которыми мы сталкиваемся, и дает нам силы двигаться вперед. Также помните о важности терпения. Не всегда все складывается так, как мы надеемся, но это не значит, что так не будет. Мигель призывает нас доверять Божьему выбору времени.
Иногда необходимо отложить и подождать, чтобы подготовиться к новым благословениям. Терпение – это добродетель, оно помогает нам сохранять спокойствие и уверенность, пока реализуется Божий план. Архангел Михаил также призывает нас сохранять отношение к служению. Найдите способы помочь другим и внести позитивный вклад в жизнь своего сообщества. Бескорыстное служение не только приносит пользу тем, кому вы помогаете, но и наполняет вас глубоким чувством цели и достижения. Вы помните Мигеля. Служа, вы становитесь каналом Божьей любви и света и положительно влияете на окружающий мир. Когда дело доходит до решений, Мигель рекомендует принимать их с мудростью и пониманием, прежде чем действовать. Найдите время для медитации и поиска божественного руководства. Попросите Мигеля просветить вас и указать правильный путь. Если вы потратите время на то, чтобы послушать и соединиться с Богом, это принесет ясность и направление. Не делайте поспешных выводов, дайте себе время подумать и получить нужный совет. На протяжении всего этого процесса Мигель призывает нас помнить о своей ценности и достоинстве. Вы любимое дитя Бога, созданное по Его образу и подобию с особой и уникальной целью. Не позволяйте неудачам или проблемам заставить вас усомниться в своей ценности. Михаил хочет, чтобы вы укоренились в своей божественной идентичности и знали, что вас любят и принимают. Дорогие друзья, жизнь – это путешествие, полное перипетий и поворотов, но каждый шаг приближает вас к завершению вашей божественной цели. Мигель и все мы здесь, чтобы всегда помогать, направлять и защищать вас. Верьте, что вы на правильном пути и что каждый опыт, хороший или плохой, сформирует то, кем вы хотите быть. Сохраняйте свою веру и надежду высокой, готовясь к будущему. Принимайте каждый вызов с уверенностью и благодарностью, зная, что вы не одиноки. Мигель рядом с вами, с мечом в руке и крыльями защиты, чтобы помочь вам преодолеть любые препятствия. Давайте вместе пройдем этот путь, празднуя каждую победу, большую и маленькую, зная, что Божья любовь всегда поддержит и направит нас. По мере нашего развития также важно ценить наши отношения с природой. Мигель напоминает нам, что мир природы – творение Бога, полное красоты и мудрости. Проведите время на свежем воздухе в окружении тишины и красоты природы. Это время может обновить ваш дух и помочь вам почувствовать себя ближе к Богу. Природа обладает силой исцелять и преобразовывать, принося мир и ясность в неспокойные времена. Еще одна важная вещь, которую Мигель хочет, чтобы вы знали, это важность поддержания постоянного отношения к обучению. Любой опыт, хороший или плохой, дает ценные уроки. Будьте открыты и готовы учиться. Вместо того, чтобы воспринимать ошибки как неудачи, рассматривайте их как возможность для роста и совершенствования. Мигель призывает вас подходить к каждому дню с любопытством и решительностью и быть готовыми узнать все, что может предложить жизнь. Также важно доверять своему внутреннему инновационному процессу. В жизни всегда есть ситуации, которые заставляют нас меняться и совершенствоваться. Эти изменения, возможно, нехорошие, но они необходимы для духовного роста.
Мигель просит вас принять эти изменения с уверенностью и смелостью, зная, что каждое изменение приближает вас к вашей истинной цели и божественности. Архангел Михаил также просит вас сосредоточиться на исцелении, включая физическое, эмоциональное и духовное исцеление. Уделите время заботе о своем теле, разуме и духе. Следуйте здоровым привычкам, таким как правильное питание, регулярные физические упражнения и много отдыха. Постарайтесь эмоционально отпустить любую боль или травму, которую вы испытываете. Это включает в себя разговор с терапевтом, запись в дневнике или просто чувства и высвобождение своих эмоций. В духовном плане оставайтесь на связи с Богом посредством молитвы, медитации и других духовных практик. Помните о важности устойчивости перед лицом трудностей. Устойчивость – это способность противостоять невзгодам и двигаться вперед, несмотря на препятствия. Мигель напоминает вам, что вы сильнее, чем думаете. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с проблемой и преодолеваете ее, вы становитесь сильнее и способнее. Будьте уверены в своей способности противостоять и преодолевать любые трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Важно четко понимать свое видение и цель в этом путешествии. Мигель призывает вас определить свои цели и работать над их достижением с решимостью и верой. Сосредоточьтесь на своих целях, но будьте гибкими в отношении любых изменений, которые могут произойти на этом пути. Жизнь часто ведет нас неожиданными путями, но у каждого пути есть цель и урок, который нужно усвоить. Мигель также хочет, чтобы вы развили в себе сострадание и сочувствие. Относитесь к другим с добротой и пониманием и помните, что у каждого свои битвы. Сострадание и сочувствие не только приносят пользу тем, кто помогает вам, но и улучшают вашу собственную жизнь. Мигель напоминает нам, что проявление любви и понимания к другим показывает Божию любовь и делает мир лучше. Во время этого путешествия важно сохранять чувство благодарности и праздника. Отмечайте большие и маленькие успехи. Признавайте свои усилия и преданность делу на каждом этапе и хвалите себя за свой прогресс. Мигель напоминает нам, что каждую победу стоит праздновать, а благодарность за достигнутое дает вам силы и мотивацию продолжать. Мигель хочет, чтобы вы знали, вы всегда можете обратиться к нему за помощью и советом. Независимо от того, насколько велика или мала ваша проблема, Мигель готов помочь и защитить вас. Если вы чувствуете себя потерянным или подавленным, попросите о помощи и верьте, что Бог ответит. Его присутствие – постоянное напоминание о том, что ты не один и что Божья помощь всегда рядом. Дорогие друзья, это время подготовки и роста. Держите свое сердце и разум открытыми для будущих благословений и уроков. Мигель и мы все с вами и поддерживаем вас на каждом этапе пути. С верой, надеждой и любовью вы сможете преодолеть любые трудности и стать сильнее и мудрее. Помните, что Бог любит, защищает и направляет вас. Мигель надеется продолжить свой путь, сосредоточив внимание на силе сообщества. Отношения, которые вы формируете с близкими вам людьми, могут стать отличным источником силы и поддержки. Проявите активность в своем религиозном сообществе, присоединитесь к группе поддержки и найдите союзников среди людей, которые разделяют ваши ценности и взгляды на жизнь.
Сообщество предоставляет ценную информацию, а взаимная поддержка – основа вашего пути. Мигель также призывает вас исследовать и развивать свои таланты и таланты. Каждый из нас наделен уникальными талантами, которые мы можем использовать на благо других и во славу Божию. Не недооценивайте свои способности и не мотивируйтесь соревнованием. Вместо этого признайте и цените то, что вы вносите в мир. Потратьте время на развитие своих навыков и найдите способы использовать свои навыки, чтобы изменить жизнь других к лучшему. На этом пути вы можете столкнуться с сомнениями и страхами. Это совершенно нормально и является частью процесса роста. Мигель напоминает нам, что смелость – это не отсутствие страха, а способность продолжать, несмотря на страх. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь со своим страхом и уверенно двигаетесь вперед, вы становитесь сильнее и успешнее. Мигель будет рядом с вами, придавая вам силы и смелость, необходимые для преодоления любых препятствий. В такие времена также важно научиться отпускать контроль и доверять Божьему плану. Иногда мы настолько привязываемся к своим представлениям о том, как все должно быть, что расстраиваемся, когда все происходит не так, как мы ожидаем. Михаил призывает нас верить, что все происходит по совершенному Божьему плану, даже если мы не видим этого прямо сейчас. Потеря контроля не означает сдачи, это означает веру в то, что у Бога есть для вас более великая цель и что со временем все откроется. Мигель также хочет напомнить нам о важности отдыха и восстановления. Вы не можете работать с максимальной отдачей, когда устали или находитесь в стрессе. Расслабьтесь и восстановите свою физическую и умственную энергию. Найдите занятие, которое вас расслабляет и наполняет чувством умиротворения. Расслабление – важная часть заботы о себе, позволяющая вам решать проблемы с ясным умом и духом. Важно быть гибким и открытым к изменениям во время вашего путешествия. Жизнь динамична, и часто происходят неожиданные изменения. Мигель напоминает нам, что гибкость и адаптируемость являются ключом к изящному и легкому проведению этих изменений. Сосредоточьтесь на своих целях, но будьте готовы изменить свои планы, если это необходимо. Гибкость позволяет вам плыть по течению жизни и использовать каждую возможность, которая вам предоставляется. Мигель также призывает нас быть благодарными не только за очевидные благословения, но и за уроки, которые замаскированы под испытания. Каждая проблема, с которой вы сталкиваетесь, может научить вас чему-то ценному. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, ищите возможности для обучения и роста в каждой ситуации. Этот сдвиг в перспективе поможет вам преодолеть препятствия на пути к успеху и процветанию. Архангел Михаил хочет, чтобы вы знали, что каждый маленький акт благодарности имеет большое значение. Никогда не стоит недооценивать силу доброго слова, улыбки или руки помощи. Эти маленькие действия не только улучшат жизнь других, но и укрепят ваш собственный дух. Мигель призывает нас проявлять доброту каждый день, зная, что каждый акт любви помогает создать лучший мир. Двигаясь вперед, важно поддерживать отношения с Богом. Каждый день выделяйте время для молитвы, медитации и размышлений. Эти методы помогут вам оставаться сильными и под божественным руководством.
Мигель верит, что продолжение этих отношений придаст ему ясности и сил, необходимых для решения любых задач. Предстоящий путь может быть полон проблем, но он также полон возможностей и благословений. Мигель и все мы здесь, чтобы помогать, направлять и защищать вас на каждом этапе пути. Верьте, что вы находитесь именно там, где вам место, и что каждый опыт превращает вас в человека, которым Бог хочет, чтобы вы были. Двигайтесь вперед с любовью и надеждой. Пожалуйста, знайте, что вас любят и защищают. Мигель напоминает нам, что мы всегда можем попросить совета и поддержки. Сохраняйте свою веру в высокой и открытой для грядущих чудес. Во время этого процесса также важно обращать внимание на личную целостность. Жить честно значит согласовывать свои действия со своими ценностями и принципами. Мигель напоминает нам, что для того, чтобы жить жизнью, полной цели и смысла, мы должны быть честными с самими собой и с другими. Убедитесь, что ваши решения и действия отражают ваши убеждения и убеждения. Честность не только приносит душевное спокойствие, но и укрепляет ваши отношения с Богом и вашим окружением. Мигель также хочет, чтобы мы подумали о том, как важно быть добрыми к самим себе. Мы часто являемся своими худшими критиками и критикуем себя за свои ошибки и неудачи. Мигель напоминает нам, что совершать ошибки – это естественно. Вместо того, чтобы винить себя, учитесь на каждом опыте и двигайтесь вперед с любовью к себе и пониманием. Еще одна важная часть этого пути – терпение. В жизни иногда есть неизбежные испытания, но Мигель считает, что у вас есть силы и способность их преодолеть. Даже когда ситуация становится трудной, настойчивость является ключом к преодолению этих проблем и движению вперед. Каждый шаг вперед, каким бы маленьким он ни был, приближает вас к цели и делает вас сильнее в действии. Когда дело касается ваших мечтаний и стремлений, Мигель призывает вас воплощать их в жизнь со страстью и решимостью. Не позволяйте страху или сомнению сдерживать вас. У вас есть особые дары и таланты, которыми вы можете поделиться с миром. Будьте усердными и преданными своему делу, зная, что Мигель и другие ангелы рядом с вами и поддерживают вас на каждом этапе пути. Они будут с вами и помогут вам на каждом этапе пути. Ваш успех принесет пользу не только вам, но и вдохновит и поднимет настроение окружающим. Мигель также просит нас задуматься о концепции изобилия. Истинное богатство измеряется не только в материальном плане, но и в изобилии любви, радости и духовного удовлетворения, которое вы испытываете. Откройте свое сердце и разум бесконечным возможностям, которые дал вам Бог. Верьте, что всего хватит на всех и что вы достойны обильных Божьих благословений. Живите с мышлением изобилия, будьте благодарны за то, что у вас есть, и верьте, что вы получите то, что вам нужно. По мере продвижения вперед важно развивать благодарность во всех сферах нашей жизни. Благодарность способна изменить вашу точку зрения и принести больше благословений в вашу жизнь. Мигель напоминает нам, что благодарность даже за самые незначительные вещи создает положительную вибрацию, которая резонирует со Вселенной. Практикуйте благодарность каждый день и найдите время, чтобы признать и оценить благословения, уроки и людей, которых вы привносите в свою жизнь.
Мигель также хочет, чтобы мы помнили о силе веры в действии. Религия – это не просто пассивная вера, а активное стремление жить в соответствии со своими ценностями и принципами. Демонстрируйте свою веру своими повседневными делами, служите другим, действуйте честно и ищите справедливости и милосердия во всех своих делах. Вера в действие – это мощная преобразующая сила, способная изменить вашу жизнь и мир вокруг вас. На этом пути также важно сохранять баланс. Жизнь – это танец между различными обязанностями и желаниями, и поиск гармоничного баланса необходим для счастья. Мигель рекомендует уделять время балансу между работой, отношениями и личным временем. Этот баланс помогает вам оставаться заземленным и сосредоточенным, позволяя вам решать любые проблемы с новой ясностью и энергией. Мигель также просит нас задуматься о силе прощения не только для других, но и для нас самих. Прощение – мощный целитель, который облегчает эмоциональное бремя и позволяет любви и миру течь свободно. Если вам нужно простить, найдите время, чтобы простить. Знайте, что прощение – это акт любви, который освобождает вас и с легким сердцем продвигает вас вперед в этом путешествии. Мигель напоминает нам, что мы должны искать истину. Сохраняйте непредвзятость, учитесь и будьте мотивированы двигаться вперед. Иногда истине может быть трудно признаться, но благодаря честности и ясности вы найдете путь к своей божественной цели. Находите правду в каждом разговоре и в себе. Верьте, что истина приведет вас к более глубокому пониманию и миру. Двигаясь вперед, помните, что вы не одиноки. Мигель и мы все с вами и поддерживаем вас на каждом этапе пути. Верьте, что вы находитесь именно там, где вам место, и что каждый опыт превращает вас в человека, которым Бог хочет, чтобы вы были. С верой, надеждой и любовью вы преодолеете любые трудности и станете сильнее и мудрее, продолжая свой путь. Мигель также хочет, чтобы мы помнили о важности любви к себе. Любовь к себе – это не про эгоизм, а про принятие и оценку себя как творения Божьего. Заботьтесь о себе, признавайте свою ценность и относитесь к своим потребностям с таким же состраданием, как и к другим. Мигель призывает нас смотреть на себя любящими глазами и говорить с собой словами одобрения и уважения. В ходе этого процесса также важно иметь четкое представление о своих целях. Четко сформулируйте свои цели и составьте план их достижения. Мигель напоминает нам, что осознанное сновидение дает нам ощущение направления и цели и помогает нам сосредоточиться на том, что важно. Найдите время, чтобы записать свои цели и подумать о шагах, которые необходимо предпринять для их достижения. Верьте, что каждый маленький шаг приближает вас к месту назначения. Мигель также просит нас обратить внимание на окружающую среду и собственную энергию. Организованная обстановка приносит покой и ясность вашему разуму, поэтому держите свою комнату в чистоте и порядке. Окружите себя вещами, которые вас вдохновляют и наполняют радостью. Также важно создать священное пространство, где вы сможете соединиться с Богом, место, где можно молиться, медитировать и обретать покой. Мигель также призывает вас продолжать учиться и расширять свои знания. Жизнь – это всегда возможность учиться и расти.
Продолжайте искать способы расширить свое мышление и понимание с помощью книг, курсов, опыта и многого другого. Помните, что каждый новый опыт может открыть двери к возможностям и перспективам, о которых вы даже не подозревали. Продолжая рассказ, Мигель предлагает нам рассмотреть концепцию капитуляции. Подчиниться не значит сдаться, а довериться Божьей мудрости и любви и отдать Ему свои заботы и тревоги. Иногда лучший способ двигаться вперед – это отпустить ситуацию и позволить Божьему плану раскрыться. Эти состояния обычно вызваны негативными внешними воздействиями или плохим внутренним отношением. Постоянная зависимость от других указывает на то, что человек может находиться под негативным влиянием сил или идеалов. Чтобы подтвердить это, рассмотрим Псалом 82, 4 и 5. Этот отрывок подчеркивает важность помощи нуждающимся не только материально, но и путем устранения причин их состояния. Это может принести лишь временное облегчение, но истинная свобода заключается в освобождении от влияний, которые удерживают вас в состоянии страдания. Библия подчеркивает духовную тьму, с которой сталкиваются многие люди, и важность признания нашего божественного наследия как детей Божьих. Псалмы очень поучительны. Они не только предлагают немедленную помощь, но и учат нас понимать и устранять факторы, влияющие на тех, кто в ней нуждается. Оказать финансовую поддержку недостаточно. Важно понять, почему человек постоянно страдает. Это местописание дает нам понимание нашей истинной природы и напоминает нам о нашем божественном происхождении. Всегда распознавайте эту линию и выражайте ее, написав комментарий «Моя линия священна». Хотя важно поддерживать их, также важно расширять их возможности, помогать им преодолевать трудности и помогать им осознавать внутреннюю божественную силу. Бог никогда не заявлял, что люди являются Его сущностью, потому что мы отличаемся от Бога. Однако нельзя отрицать, что мы созданы по святому образу Божию. Это понимание является основой нашей жизни. Это особенно верно, когда многие люди чувствуют себя застрявшими в бесконечном цикле поиска ответов и средств к существованию. Эти души нуждаются в великом пробуждении, чтобы осознать свою основную ценность и идентичность в глазах Бога. Если такое откровение придет к вам, оно изменит вашу точку зрения. Внезапно вы осознаете не только то, кто вы есть, но и то, кем вы являетесь. Эта новая мудрость естественным образом направляет ваш выбор и уводит вас от путей, которые больше не соответствуют вашей божественной личности. Рассмотрим Псалом 1, 1, 3. Блажен человек, который не следует советам нечестивых, который не мешает грешникам, который день и ночь думает о своем законе. Ясное понимание своей божественной сущности помогает уберечься от нездорового влияния. Я знаю, что общение с людьми, которые делают плохие вещи, меня только расстраивает. Важно осознать свой уникальный путь и отделить себя от влияния других. Если мы будем следовать Божьим принципам, благословения потекут. Радуйтесь Его учениям, будьте благодарны за них и всегда помните Его учения. Так ты укрепишься, как дерево у воды, принося плод во время, не нуждаясь в ближнем и всем щедро раздавая. Теперь напишите «Слава Богу и хвала Ему».
Сила и процветание дерева символизируют вашу способность возрастать в Божьей благодати. Второзаконие 28, 12-13 показывает то же самое, подчеркивая силу, которую дает принятие учения Бога. В этом стихе подчеркивается наша способность расти и находить силу, а не слабость. К сожалению, некоторые люди до сих пор находятся в состоянии зависимости и всегда нуждаются в помощи, финансовой или эмоциональной. Этим людям необходимо немедленно понять свою данную Богом идентичность. Псалом 84 призывает к спасению этих утомленных душ и призывает к духовной и материальной поддержке. Признание своей личности в Боге меняет не только то, как вы думаете, но и то, как вы действуете и говорите. Вы начнете проявлять достоинство, честность и доброту. Не нужно подвергать себя уничтожению других. Изменив эту ситуацию, вы подниметесь, наберитесь сил и вырастете. В такой ситуации вы не только обеспечиваете себя, но и готовитесь укреплять других, открывая для вас замысел Божий. Важные выводы ждут наших результатов. Наши отношения с ближними часто являются отражением наших отношений с Богом. Поскольку мы всегда обращаемся к Богу со списком просьб, ища решения наших бесконечных нужд, мы неосознанно испытываем такое же отношение и к себе. Такое мышление фокусируется только на прибыли и игнорирует возможности помогать и служить. Учитывайте это при общении с талантливыми или умными людьми. Вместо того, чтобы думать о том, сколько денег вы можете заработать, спросите себя, как вы можете служить этому человеку и оказывать ему честь. Следовать учению Христа значит служить Ему и находить способы служить людям. Эта смена парадигмы не только улучшит ваше духовное путешествие, но также улучшит ваши отношения и обеспечит вашу жизнь в гармонии с благим планом Бога. Если вы согласны принять великий замысел Божий в своей жизни, напишите в комментариях «Принимаю, Господа». Братья и сестры, искренность необходима, когда мы стремимся подняться на более высокие духовные уровни. Никто не хочет находить основы в скучной области. Проснуться. Потому что ты должен быть с Богом на небесах. Когда вы живете в таком возвышенном состоянии, вы не только возвышаете себя, но и помогаете возвышать тех, кто вас окружает. Данное продвижение предполагает не только уважение, но и полную честность. Важно продолжать принимать правду, даже столкнувшись с трудностями. Пациенты, которые чувствуют себя пойманными в порочный круг зависимости, могут испытывать искушение отвернуться от реальности в поисках облегчения. Однако, какой бы плохой ни была ситуация, всегда важно помнить, что нужно идти по пути справедливости. Верьте в Божий план, потому что Он всегда позаботится о ваших потребностях. Выбор правильного пути – признак веры, даже когда предательство кажется самым простым вариантом. Кроме того, стремитесь к совершенству во всех своих начинаниях. Как сказано во Второзаконии 28, точность, последовательность и совершенство во всем гарантируют Божье благословение на ваши усилия. Серьезно относиться к этому принципу и применять его на практике означает признавать и ценить Божье благословение. Значение выхода за пределы состояния вечного желания к более великому месту можно найти во Второзаконии. Мгновенно измените свою ситуацию с дефицита на изобилие.
Это обещание. Он основан на Второзаконии 28:12 и подчеркивает переход от должника к должнику. Чтобы подчеркнуть этот момент, давайте посмотрим, каково истинное значение этого принципа. Второзаконие 28:12 – это действительно начало. Принципы представляют собой основные правила или убеждения, которые направляют действия человека. Принимая это учение и проявляя его в своих действиях, вы всегда будете помогать другим. Имея изобилие, вы всегда щедры и никогда не испытываете недостатка. В своем заявлении он сказал: «Господи, не позволь мне совершить ошибку в моей жизни». Бог создал для вас мудрость. Если вы можете дать это другим, это будет свидетельством благословений и обеспечения, данных вам Богом. Удивительно думать, что Он способен сосредоточиться только на ваших непосредственных потребностях и заманить вас в порочный круг желаний и желаний. Помогайте другим и будьте маяком надежды. Ваш щедрый день будет незабываемым. Когда вы дойдете до получателя, он обязательно узнает руку Божию за вашими действиями и припишет свою доброту Божьей благодати, действующей через вас. Они являются признаками достойной жизни, честности и стремления к совершенству. Эти качества неоспоримы, и каждый, кто встретится с вами, обязательно почувствует присутствие Бога в своей жизни. Я чувствовал, что должен молиться за людей, которых я выбрал. Я знаю, что они готовы к величию. Господь, я молюсь, чтобы Твои дети, которые слушают меня сегодня, по Твоей благодати повели их к еще большим высотам и стали маяком надежды и успеха для других. Я молюсь, чтобы каждый освободился от рабства желаний и прожил богатую и щедрую жизнь. Следуйте своим учениям и благословляйте окружающих мудростью. Мы молимся этой молитвой во имя Иисуса, нашего Спасителя. Аминь. Братья и сестры во Христе, давайте услышим «Аминь» из ваших записей, чтобы закрепить эту молитву. Прежде чем уйти, знайте, что я искренне забочусь о каждом из вас и надеюсь, что вы распространите это послание. Бог вдохновил меня поделиться этими словами и помолиться за каждого из вас. Также знайте, что Бог любит вас и всегда с вами. Кроме того, есть сообщения, пытающиеся вас об этом проинформировать. Богу будет очень приятно, если вы узнаете Его и усвоите Его важные уроки. Для этого просто нажмите на видео, которое появится на вашем экране. Нажмите сейчас и приходите угождать Господу Богу нашему. В своем заявлении Он сказал: «А Господь, пусть в моей жизни не будет ошибок». Бог создал для вас мудрость. Если вы можете дать это другим, это будет свидетельством благословений и обеспечения, данных вам Богом. Удивительно осознавать, что существуют силы, которые сосредотачиваются только на насущных потребностях и хотят заманить вас в порочный круг дефицита и лишений. Помогайте другим и будьте маяком надежды. Ваша щедрость не останется незамеченной. Когда вы помогаете нуждающимся, они узнают Божью руку за вашими действиями и приписывают свою доброту Божьей благодати, действующей через вас. Они являются признаками достойной жизни, честности и стремления к совершенству. Эти качества неоспоримы, и каждый, кто встретится с вами, обязательно почувствует присутствие Бога в своей жизни.
Я свободен молиться за этих избранных. Я знаю, что Ты готов к величию. Господь, я молюсь, чтобы Твои дети, которые слушают меня сегодня, под руководством Твоей благодати поднялись на вершину и стали маяком надежды и успеха для других. Я молюсь, чтобы каждый освободился от рабства желаний и прожил богатую и щедрую жизнь. Следуйте своим учениям и благословляйте окружающих мудростью. Мы молимся этой молитвой во имя Иисуса, нашего Спасителя. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, пожалуйста, оставьте в комментариях сильное «Аминь», чтобы закрепить эту молитву. Прежде чем я попрощаюсь, знайте, что я искренне забочусь о каждом из вас и призываю вас распространить это послание. Бог вдохновил меня поделиться этими словами и помолиться за каждого из вас. Также знайте, что Бог любит вас и всегда с вами. Кроме того, есть сообщение, пытающееся вас об этом проинформировать. Богу будет очень приятно, если вы узнаете Его и усвоите Его важные уроки. Для этого просто нажмите на видео, которое появится на вашем экране. Нажмите сейчас и приходите угождать Господу Богу нашему. Здравствуйте, братья и сестры! Мы с открытым сердцем приветствуем вас на этой важной встрече, где мы погрузимся в мудрость Божью, превосходящую наше понимание. Не только в этот раз. Я буду говорить и раскрывать побуждение Святого Духа и позволю Его истине течь через меня. Давайте откроем наше сердце и умы и будем готовы принять божественную мудрость, которая нас ожидает. Поскольку это сила и глубина Духа Божьего, Бог фактически контролирует этот канал и направляет мои слова так, чтобы то, что вы слышите, всегда было актуальным и свежим. Когда Он просит своих слуг ответить, это всегда послание от Бога. Многие из вас испытывают то же чувство. В противном случае вы не захотите усердно искать Слово Божье среди множества жизненных испытаний. Ваша готовность согласиться с тем, что говорит вам Бог, достойна восхищения. Бог вознаграждает тех, кто действительно ищет Его. Священные Писания Бога ясно дают понять, что Бог не удерживает никакой выгоды от тех, кто живет праведно. Это значит, что вы получите небесные благословения. Мы живем в такое время, когда нас всегда приглашают купаться на свежем воздухе. Вам будет предоставлена возможность погрузиться в проточную воду. Сегодня я всегда полагаюсь на записи, которые направляют меня, но я также непосредственно принимаю Слово Божие и позволяю Духу Божьему вести меня. Сегодня утром меня очень впечатлили слова «Ходите в живой воде, и вы никогда не будете жаждать». Интересно, что сначала я попытался представить еще один библейский стих, но Бог изменил мое направление. Итак, я обратился к Евангелию от Иоанна. Там Иисус разговаривал с самаритянкой у колодца. В этом стихе есть важное послание для вас. Мы рекомендуем вам прочитать каждое слово, потому что эти слова обладают силой освобождать и направлять не только в этот раз, но и во много раз в будущем. Я могу довериться тебе ради чести и славы Божией. Если да, напишите, пожалуйста, Господи, вот я в комментариях. Осознайте, что благодаря жертве Иисуса мы получили привилегию жить во время постоянного общения с Богом. До прихода Иисуса наши прошлые действия могли отдалить нас от Бога,
но теперь благодаря Новому Завету и учениям Иисуса у нас есть прямые отношения с Отцом. Мы можем приблизиться к Богу разными способами, и когда мы выразим свое желание, Бог ответит. Итак, давайте примем этот дар и признаем глубокую связь, которую мы теперь имеем с нашим Создателем. Учение Иисуса говорит, что о чем бы вы ни попросили Отца во имя Его, Он даст вам это. В чем причина такой глубокой приверженности? Ибо Бог примирил нас через Иисуса Христа. Иисус ясно дал понять, что Его миссия заключалась не в отмене закона, а в Его исполнении. Поэтому многие принципы остаются в силе. Если вы присоединитесь к ним и останетесь верными учению Бога, вы поймете, что достигли совершенства через Христа. Благодаря этому совершенству вы в полной мере получите все обетования и благословения Божии. Это следует подчеркнуть. Хотя есть некоторые, кто не верит или не слушает это, есть и те, кто критикует концепцию Шинвелд и говорит, что это ложное учение. Но давайте подумаем, как мы можем быть детьми Божьими, не ожидая Божьих благословений. Они действительно могут показать силу Божью через свои обильные благословения. Как мы можем явить Божью славу на земле, если не испытаем Его богатства? Считать иначе – большая ошибка. Напишите в комментариях: Бог желает для меня самого лучшего. Поэтому, дорогие мои братья, я хочу поговорить с вами о том, как важно жить под обильными благословениями Божьими, понимать природу живой воды Божией и помещать себя в нее. Помните женщину у колодца. Прежде всего, не зная глубокого смысла живой воды, сегодня многие последователи Христа не знают, как окунуться в этот поток живой воды. Хотя это правда, что Иисус – живая вода, важно определить тех, кто действительно посылает потоки Святого Духа, и отличить их от тех, кто этого не делает. Хотя это может показаться суровым, важно знать, какими служениями и лидерами на самом деле руководит Иисус. Ваша духовная проницательность должна быть острой, особенно в эти трудные времена. Нынешнее состояние мира с его проблемами и трудностями подчеркивает актуальность Божьей живой воды. Бог заверил нас, что благодаря этой воде мы никогда не будем жаждать. Некоторые люди могут испытывать определенный уровень усталости после периода духовного роста. Если вы чувствуете, что добиваетесь прогресса, но постоянно сталкиваетесь с препятствиями, об этом стоит задуматься. Вы когда-нибудь сознательно или неосознанно отклонялись от потока божественной пищи? Допускаете ли вы в свою жизнь влияние, которое противоречит голосу Бога, который вы видите и слышите? Этот эффект может быть следствием того, что они отвернулись от Божьей воды и развили новую духовную жажду. Но Иисус обещал, что если мы искренне ищем Царства Божьего, все наши нужды будут удовлетворены. Докажите свою веру в это, написав в комментариях: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Бог открыл, что благословения будут излиты на некоторые служения. Это напоминает нам о том, что урожай созрел. Это означает, что существует потребность во всем, будь то ресурсы или души, желающие спастись. Люди очень хотят услышать Слово Божие, поесть и быть принятыми в Царство Божие. Когда ты погружаешься в живую Божью воду, ты не только существуешь, ты возрастаешь в благодати и имеешь все необходимое. Они живут в мире, но не определяются им.
Как посланники Бога, у них есть все необходимое не только для того, чтобы выжить, но и для процветания, привести других к Богу и стать маяками Божьего света. Кроме того, Бог вооружит вас всеми средствами для привлечения большего количества душ в вашу паству, что обеспечит непрерывный рост и силу собрания Христова. В Библии Бог уверяет нас, что Он вернется к безгрешному и чистому собранию. Есть служения и духовные лидеры, которые смиренно ищут обильных Божьих благословений, и это служение – одно из них. Некоторые могут не принять или даже не прислушаться. Есть те, кто критикует концепцию божественных сокровищ и утверждает, что это ложное учение. Но давайте подумаем, как мы можем быть детьми Божьими, не ожидая Божьих благословений. Через обильные благословения они могут раскрыть истинное величие Бога. Как мы можем показать истинную славу Божию на земле, если мы не можем испытать Его сокровища? Считать иначе – большая ошибка. Напишите в комментариях: Бог желает для меня самого лучшего. Братья, я хочу поговорить о том, как важно жить под постоянными Божьими благословениями, понимать природу живой воды Божией и погружаться в воду. Помните женщину у колодца? Сначала они не поняли глубокого значения живой воды, но теперь многие последователи Христа не знают, как окунуться в этот поток живой воды. Хотя Иисус – живая вода, важно распознавать тех, кто ежедневно течет в потоке Святого Духа, и отличать их от тех, кто этого не делает. Хотя это может показаться суровым, важно знать, какими служениями и лидерами на самом деле руководит Иисус. Ваша духовная проницательность должна быть острой, особенно в эти трудные времена. Нынешнее состояние мира с его проблемами и трудностями подчеркивает актуальность Божьей живой воды. Бог заверил нас, что благодаря этой воде мы никогда не будем жаждать. Некоторые люди могут испытывать определенный уровень усталости после периода духовного роста. Если вы чувствуете, что постоянно сталкиваетесь с препятствиями в развитии, об этом стоит задуматься. Отвернулись ли вы сознательно или неосознанно от священного потока еды? Позволяете ли вы видеть и слышать в своей жизни влияние, противоречащее голосу Божьему? Этот эффект может быть следствием того, что они отвернулись от Божьей воды и развили новую духовную жажду. Но Иисус обещал, что если мы искренне ищем Царства Божьего, все наши нужды будут удовлетворены. Докажите свою веру, написав здесь: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Бог открыл, что благословения будут излиты на некоторые служения. Это напоминает нам о том, что урожай созрел. Это означает, что существует потребность во всем, будь то ресурсы или души, желающие спастись. Люди действительно хотят услышать Слово Божье, съесть его и быть принятыми в Царство Божие. Когда ты погружаешься в живую Божью воду, ты не только существуешь, ты возрастаешь в благодати и имеешь все необходимое. Они живут в мире, но не определяются им. Как посланнику Бога, вам нужно не просто выжить, но и процветать, вести других к Богу и быть светом Божьего света. Кроме того, Бог снабдит вас всеми средствами для привлечения большего количества душ в вашу паству, что обеспечит непрерывный рост и силу собрания Христова. В Библии Бог уверяет нас, что Он вернется к безгрешному и чистому собранию. Есть служения и духовные лидеры,
которые смиренно ищут обильных Божьих благословений, и это служение – одно из них. Решив погрузиться в учение и руководство этих служений, вы сразу же встанете на путь ко многим благословениям Божьим, которые проявятся в вашей жизни. Когда вы испытываете преобразующие изменения, вы открываете для себя новые возможности и испытаете удивительные способы, с помощью которых Бог гарантирует, что у вас есть необходимые вам ресурсы. Когда будете готовы принять, напишите «Готов». Я помню чудесное свидетельство человека, обратившегося к нашему каналу. Выслушав проповедь, ведомую Духом, они поделились тем, как они испытали щедрость незнакомцев, которые открыли их двери в трудную минуту. Это не результат моих личных навыков или силы, а свидетельство могущественного Духа Божьего и глубокого помазания в этом служении. Этот хаос сделал многих людей, в том числе и этот канал, лидерами обильной благодати Божией. Когда я говорю о нисхождении благословений, я подчеркиваю величие благословений. Некоторые полагают, что Бог предусмотрел достаточно, но это заблуждение. В своей бесконечной щедрости Бог всегда благословляет нас сверх наших мечтаний и надежд. Некоторые люди могут сомневаться в том, чтобы полностью доверять Богу, потому что они верят, что Он приносит только определенные благословения, но этот ограниченный взгляд является добровольным результатом ограниченной веры и увеличения вашей веры, чтобы увидеть, как великие благословения Бога вливаются в вашу жизнь. Под руководством этого служения ваша вера действительно возрастет, а доверие к вечной силе Бога укрепится. Мы должны верить в Божье величие и силу. Если верите, докажите это, написав в комментариях «Бог есть сила». Братья, слово «потоп» французского происхождения и означает «великое и сильное наводнение». Это символ великого благословения, которое Бог готов дать тем, кто его получит. Врата рая открыты для тех, кто доверяет и полагается на бесконечную благодать Бога. Они готовы излить обильную благодать Божью в вашу жизнь. Твердо закрепив себя в этом служении и следуя его учениям, вы будете расти духовно. Бог бросит вам вызов и расширит ваше мышление, веру и образ жизни. Бог хочет поднять их на более высокий уровень важности и более тесные отношения с Ним. Представьте, что вы начали путь духовного роста и призваны достичь более высоких высот. Если вы ходили в Слове Божьем и участвовали в этом служении, вам всегда предлагается адаптироваться и укреплять свои отношения с Библией. Приблизившись к его учению, вы окажетесь на непрерывном пути духовного роста и развития. Начиная свое духовное путешествие, поймите, что прогресс – это постоянный подъем. С каждым вашим шагом Бог будет возвышать вас и давать вам больше изобилия и благословений. Но помните, с большими благословениями приходит и большая ответственность. Если бы самаритянка знала, кто с ней разговаривает, она бы спросила, и он дал бы ей воды. Это подчеркивает важность понимания и признания присутствия Бога. Если бы самарянка имела более глубокое понимание природы и работы Бога, она бы поняла, что разговаривает со Христом. Понимание природы Бога таким образом позволяет нам распознавать присутствие Бога в различных ситуациях. Мигель призывает вас практиковать сдачу, знать, что Бог всегда сделает для вас то, что лучше, и, отдавая себя, вы открываете пространство для благословений,
которые вольются в вашу жизнь. Мигель также призывает находить радость в повседневной жизни. Жизнь – это не только преодоление трудностей, но и наслаждение простыми и прекрасными моментами. Найдите время, чтобы развлечься, будь то времяпрепровождение с близкими, хобби или наслаждение красотой вокруг вас. Радость – источник силы и трансформации. Мигель напоминает вам, что вы имеете право испытывать счастье каждый день. В этом путешествии важно практиковать терпение не только по отношению к себе, но и по отношению к другим. Мы все находимся на разных этапах нашего пути и сталкиваемся с уникальными проблемами. Мигель призывает нас быть терпеливыми и понимать себя и людей вокруг нас. Терпение является признаком любви и уважения и позволяет вам двигаться по жизни с более спокойным и позитивным взглядом. Мигель также просит нас задуматься о важности служения другим. Служение другим – это способ проявить любовь и благодарность, который может принести глубокое чувство удовлетворения и цели в вашу жизнь. Найдите способы помочь и поддержать окружающих, признавая, что каждый акт служения – это форма доброты, которая способствует улучшению мира. В этом путешествии Мигель напоминает нам, что вера укрепляет нас во времена неопределенности и трудностей. Ваша вера в Бога и Его план – ваш путеводитель и сила. Сохраняйте свою веру живой и сильной и кормите своих последователей. Мигель верит, что ваша вера поддержит вас и направит вас на каждом этапе пути. Мигель и все мы здесь, чтобы поддержать и направить вас на этот путь роста и трансформации. Верьте, что вы находитесь на правильном пути и что каждый опыт, хороший или плохой, превращает вас в человека, которым хочет вас видеть Бог. Наполните свое сердце верой, надеждой и любовью, зная, что лучшее еще впереди.